зале с нами. Я хочу отметить важность момента. Сегодня белорусская премьера этих фильмов. Фильмы Мары, особенно последние фильмы, они путешествуют по международным кинофестивалям, и на сегодня у фильма уже счетное количество наград и номинаций. Я так понимаю, что уже за десяток перевалил список фестивалей, в которых он участвовал. И вот, наконец-то, белорусская премьера и возможность белорусским зрителям увидеть этот фильм. Вы первые зрители, а вот уже в ноябре, если я правильно понимаю, фильм «Дочь» будет участвовать в национальном конкурсе листопада. Правильно? Я это не сказала. Хорошо, объявление программы будет на следующей неделе национального конкурса. Будем держать кулачки, возможно, это действительно будет так. Это будет еще одна возможность увидеть кино. Я воспользуюсь тем, что у меня пока микрофон, вот, поэтому начну, и вы можете подготовить свои вопросы. На самом деле, только за то, чтобы вопросы были из зала. Просто вот начну я. Имейте в виду, что микрофон будет в зале гулять, так что можете поднимать руку и прерывать нашу дискуссию в любой момент. Я хочу в первую очередь знать, поинтересоваться, как вы готовились к съемочному процессу фильма «Дочь». Вы общаетесь с жертвами насилия. Это личная история или это обобщенная история? Вот всякая юридическая фактура, медицинская фактура, расскажите про подготовку фактического материала. Нет, это не личная история. Нет, это не личная история. Нет, я не общалась с какой-то конкретной жертвой насилия, чью историю я бы рассказала, но в процессе подготовки фильма я сделала очень большое исследование этой темы, в том числе юридических, медицинских, процедурных аспектов того, как эта ситуация выглядит в Польше, как подход к такого рода делам выглядит в Польше, потому что все-таки есть разница с белорусской реальностью. И практически каждая из фраз, которая прозвучала в этом фильме, это была цитата, которую я нашла в каком-то там другом контексте, да, которая относилась к какому-то конкретному случаю изнасилования, которая относилась к какому-то конкретному судебному процессу. То есть в какой степени это еще документальное такое исследование? Ну, это нельзя назвать документальным кино, но да, исследование темы я провела, да, то есть я не выдумала этого всего, на самом деле это так выглядит. В процессе исследования, может быть, были факты, которые больше всего вас поразили, я имею в виду юридическую систему вот в Польше относительно этих дел. Я так понимаю, что сейчас много ведется споров в Польше, особенно по поводу вот запрета абортов. Эта тема, наверняка на поверхности какой-то. Да, эта тема в очередной раз появилась в Польше. В Польше существует такая вещь, которую называют абортным компромиссом. То есть аборт легален в 3 случаях, если это результат преступного деяния, то есть если это, например, изнасилование или там инцест, или это секс с человеком, не достигшим 14 лет, девушкой, не достигшей 14 лет, если эта беременность угрожает здоровью матери, либо если плод необратимо поврежден. Это 3 случая, в которых можно получить согласие на легальное прерывание беременности, но практика показывает, что ужасные истории я читала по поводу того, как выглядит практика применения, и в ситуации с изнасилованием, где просто процедурно растягивается выдача этого решения прокурором, и в случае с уже утвержденной смертью плода, где женщина просто ни один врач не решался провести процедуру, потому что Польша это католическая страна, особенно в маленьких городах, это может иметь какие-то там для него последствия, имиджевые, назовем это так. И они просто тянули с решением до момента, когда было уже слишком поздно, и женщина была вынуждена доносить мертвую беременность. Да, но на самом деле, да, правоприменение в Польше в этом аспекте выглядит просто средневеково. Если говорить про исследование темы конкретно изнасилования, я была на самом деле, вот мы живем в нашем каком-то таком, я живу в моем каком-то таком либеральном пузырьке, в котором мне кажется, что какие-то штуки очевидны, и что все, в общем, это понимают. Но те комментарии, с которыми я сталкивалась под какими-то историями изнасилования в интернете, в 99% случаев появляется комментарий, а может быть, там она не сказала нет, а может быть, она была пьяная, а может быть, он не так ее понял. И то, что для меня было, в принципе, по-моему, в белорусском законодательстве это выглядит похоже. Я обратила на это внимание, когда переводила фильм на английский язык, что, в принципе, в нашей юридической терминологии есть разница между изнасилованием и
изнасилование. То есть в одной ситуации мы называем этот акт изнасилования, в другой ситуации называем злоупотреблением беспомощностью. Да? Я не знаю, как точно звучит этот термин по-русски. Ну так вот, сейчас резко возросло количество изнасилований при использовании разного рода химических веществ, которые просто блокируют сопротивление на старте, и практически все эти дела квалифицируются как злоупотребление беспомощностью, даже в том случае, если жертва была брутально избита, и просто это насилие на ней видно, а огромный процент этих случаев просто никогда не доходит до полиции, просто потому что жертвы боятся, это практически недоказуемо, даже если этого человека найдут, доказать ему, что это, доказать в суде, что это было изнасилование при теперешнем и при теперешних законах, и при правоприменении практически невозможно. Я так понимаю, что во время показа вы получаете какой-то фидбэк от зрителей, и в интернете, в том числе, наверняка, была ли реакция, которая не коррелировала с вашей позицией, когда люди, например, вот реагировали так же, как вы говорите, по средневековому, или все-таки после фильма реакция более-менее у всех? Реакция, несколько раз была такая ситуация, что мы начинали после фильма обсуждать, а на самом ли деле ее изнасиловали. То есть был вопрос, а вы вот как бы уверены? То есть я вот как зритель не знаю, вы вот так, может быть, не до конца меня убедили, что вот ее на самом деле изнасиловали. То есть, в принципе, мы продолжали разговаривать, оставаясь в тех же самых мыслительных рамках. Да? Мы не говорим о том, хорошо это сыграно или плохо, хорошо это снято или плохо. Мы говорим о том, что недостаточно может быть убедительно, что на самом деле ее изнасиловали, а на самом ли деле. И это мыслительный механизм, который срабатывает очень часто, это встречалось и в рецензиях фильма, что меня очень удивило, и что еще раз подчеркнуло важность, наверное, этой темы в кино и потом на встречах со зрителями. Когда у кого-то украдут телевизор, часто это повторяем, мне кажется, что это такая четкая метафора. Первая наша реакция не сказать, что «Ой, знаешь, наверное, у тебя не украли телевизор, просто ты не любишь своего соседа». Но почему-то в делах, которые касаются сексуального насилия и изнасилования, и так называемых, широко понимаемых харассментов, да, это одна из первых реакций. Тема виктимблейминга, харассмента, она с движением #MeToo сейчас активно обсуждена, едва ли не одна из самых активных тем. Как вы со стороны режиссера, который смотрит на это, как вы оцениваете это движение? Нет ли здесь перегибов или все идет? То есть мне интересен взгляд с этой стороны, с режиссерской. С режиссером. Трудно смотреть, не очень понимаю, как я могу посмотреть на это. Как часть кинопроцесса, вы тоже снимаете фильм вот на эту актуальную тему, и получается, вы являетесь частью, по сути, вот этого процесса MeToo, условно, который сейчас. Окей, в контексте темы, да, но фильм на самом деле был задуман до того, как пошла волна MeToo, и он был, в принципе, снят до того, как пошла волна MeToo. Мы были на этапе постпродукции в момент, когда скандал с Вайнштейном выпухнул, перенял первые полосы газет. Если говорить про... Ну да, я рада, что это голос, который уже звучит не в одиночку, что мы об этих проблемах говорим, что эти проблемы стали наконец-то чем-то, о чем можно говорить, и нормально говорить, и стоит говорить. Если говорить про вопрос харассмента и кино, я думаю, что Вайнштейн там ковырнул немножко, как это выглядит, потому что, да, это тоже сфера, в которой нелегко быть женщиной. В вашем фильме актуальных проблем на самом деле много. Не только насилие над женщиной, запрет абортов, сложная ситуация с этим в Польше, это виктимблейминг. Что для вас это все-таки высказывание на актуальную тему, в какой-то степени отработка повестки, рефлексия? То есть вот как вы ставите этот фильм для себя? Я надеюсь, что это все-таки история об отце и дочери. Мне бы хотелось так думать, хотя, ну да, конечно, это тема, там есть, и эти важные социальные бэкграунды в этом фильме есть, но я надеюсь, что все-таки это прежде всего фильм о людях. Давайте спросим, есть ли вопросы из зала. Если есть, поднимайте руку. Да, вижу.
Здравствуйте, спасибо за просмотр. Хотелось бы задать два вопроса. Первый вопрос: почему вы сделали главным героем все-таки мужчину? Могла бы, если бы в этой ситуации была бы женщина, как бы, по-вашему, вот развивалась бы ваша история? Если, допустим, сценарий, по сценарию, вернее, умирал бы мужчина, то есть отец, а мать бы вот сталкивалась с этим фактом. То есть для вас это было важно, чтобы именно мужчина был главным героем именно вот в данной истории? И второй момент, я хотел бы узнать, насколько я знаю, аборты в Польше запрещены с 1933 года. Как по-вашему, могла бы случиться эта история, если бы аборты были бы на данном этапе в Польше разрешены? Спасибо. Отвечая на ваш первый вопрос, да, я специально сделала главным героем мужчину, потому что мне кажется, что мужская перспектива, что в принципе эти все вопросы, там, все аспекты насилия, не знаю, беременности, женской сексуальности, они как-то так спихиваются в такую сферу женских проблем и женских тем. И мне было интересно именно попытаться столкнуть с этими проблемами и темами мужчину. Была бы разница, если бы это была женщина? Да, была бы разница, потому что женщины в этой культуре воспитаны, женщины в этой культуре живут, женщин учат терпеть и принимать это как должное. То есть поэтому мне казалось, что если я поставлю в эту ситуацию мужчину, который не имеет такого, скажем так, такой социализации за собой, да, то его реакции очень простые, очень нормальные, очень человеческие. И лишенные этого вот аспекта, что так и надо, они будут в состоянии показать нам, насколько эта реакция, что так и надо, абсурдна, да, насколько очевидные вещи он делает и что он слышит в ответ. И как часто он это слышит в ответ, в том числе от женщин, которые, казалось бы, вроде как должны были бы больше понимать эту ситуацию, чем отец. И, да, мне кажется, что история бы развивалась по-другому, да, мне кажется, что, может быть, это стереотипизация, но наверное, для мамы в этой ситуации это было бы менее такая чужая территория, да, потому что отцу еще очень трудно как-то понять, через что проходит его дочь, да, он не понимает, что она чувствует, он никогда не был беременным, хотя бы так, да. Отвечая на ваш второй вопрос, если бы в Польше аборты были легальны, был бы ли это другой фильм? Ну да, как минимум не было бы такого аспекта, что для того, чтобы сделать аборт, ей приходится уезжать за границу, это раз. Два, тут тоже, наверное, теоретически она имеет право на этот аборт, он легальный в ее случае, да. Но это вопрос правоприменения в Польше и вопрос того, как чьи-то взгляды могут кому-то другому поломать жизнь. Еще вопросы я видела в этом конце зала. У меня тоже два вопроса. Здравствуйте, спасибо за фильм. Первый, там было указано, что в фильме использован кусок некого другого фильма, какой-то другой авторки. Я не могу рассказать, где он был, потому что я не заметила совершенно каких-то чужих вкраплений. А второй, я когда смотрела, я не кинокритик, не могу видеть какое-то там цитирование особенно, но я сразу почему-то вспомнила фильм российский такой «Ворошиловский стрелок», по-моему, называется. Но там он такой разухабистый по-русски, то есть там как бы в итоге отец берет оружие и дед, да, извините, и разметает там все подряд на своем пути. И тут у вас так в конце, поскольку я уже успела подумать про этот фильм, то я стала ожидать какого-то более кровавого побоища в конце. Мне стало понятно, что его просто побили, так понимаю, и как бы полегчало на душе. Что не произошло нечто непоправимое, ужасное и страшное, потому что мне казалось, что именно к этому все идет. Наверное, я так поняла, может быть, у вас другой был замысел, выдумка. Ну и тут вопрос заключается в том, ну, как вы писали, оглядываясь на какие-то еще истории похожие, или ну вот просто
как легло, как шло. То есть там есть цитаты или нет? Отвечая на ваш первый вопрос, второй фильм, фрагмент которого был использован, они смотрели по телевизору. То есть то, что было слышно, это был этот второй фильм, это фильм моего коллеги Александра Петшика. Если говорить про цитаты, то скорее оглядывалась в надежде не сделать фильм о Рэмбо, который всех тут разбрасывает и разрывает на маленькие мелкие тряпочки. Мне хотелось сделать фильм о человеке, который мог бы быть каждый из нас, да, у которого не просыпается в середине фильма неожиданное глубокое знание кунг-фу, и который не превращается в супергероя. То есть про человека, который... Да, конечно, многие, наверное, в первой реакции говорят, да я бы его тут просто, я бы его тут убил. Да. Но реальность такова, что на самом деле большинство из нас так бы не сделало. Большинство из нас попыталось бы найти из этой ситуации какой-то выход. Плюс этот герой, он человек изначально, в начале фильма как минимум, человек-система, который совершенно не ожидает подставы, когда он просит помощи, он идет в полицию в расчете на то, что ему помогут. Потому что он чувствует свое право на эту помощь, и он ожидает ее как гражданин этой страны, как человек. Да? И то, что он этой помощи не получает, оказывается для него шоком и новостью. Да? То есть это реальность, к которой он не был готов. Поэтому в плане, оглядываясь на другие фильмы, да, я хотела сделать фильм, в котором герой не будет супергероем, а будет человеком, которого каждый из нас мог бы знать. Спасибо за фильм. Несколько у меня вопросов к себе. Вот ты сказала, что в Польше многие дела подобные не квалифицируются как изнасилование, а как злоупотребление беспомощностью. Это в Польше уголовная статья, как-то они дальше идут до суда или какой-то есть договор между пострадавшими? Да, это уголовные дела, да, они потом идут до суда, но, к сожалению, по этой статье намного более мягкие наказания. Вплоть до того, что если это первое преступление, то виноватые получают условно. Не говоря уже о том, что в таких ситуациях очень трудно, в принципе, довести дело до конца в суде. Я по возможности еще такой вопрос. Смотрю фильмы польские, и очень мало социального кино в Польше. С чем это связано? Какая-то внутренняя самоцензура у поляков или продюсеры боятся финансировать подобные фильмы? Вот я про аборт первый раз увидел картину. Я нет, к сожалению. Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я смотрю достаточно много польских фильмов, в том числе и короткометражек, и как раз-таки на уровне короткометражек очень много социальных тем, очень много таких реальных фильмов. В принципе, поляки даже шутят про свое кино, что это очень грустная, тяжелая социальная драма. Поэтому, может быть, это вопрос дистрибуции тех фильмов, которые выходят за Польшу. То есть у меня нет ощущения, что есть какая-то самоцензура. Сейчас немножко тематически акцент сместился ввиду того, что у власти правая и очень патриотическая партия. Очень видно, что сразу стало намного больше фильмов там про Вторую мировую, про польских патриотов, про борьбу с коммунизмом, например. Но такой цензуры на какие-то социальные темы нет, мне не кажется, что. А с чем связано то, что полнометражные фильмы польских режиссеров их очень мало? В Берлине, Венеции, Каннах почти нет. Селевский, Шумовская, тут как бы совсем мало. Почему, да? Подождите. Ты отправляла свои фильмы на самые верхние? Мне просто трудно ответить на этот вопрос, почему этих фильмов нет. Я считаю, что Польша снимается достаточно много хороших фильмов. В принципе, польский кинематограф не так уж и не представлен. В этом году Павел Павликовский получил награду за лучшую режиссуру в Каннах, Малгося Шумовская получила. Мне было 12 лет, по-моему. 35 в Канн не было в главном конкурсе фильмов. Но поляки делают, что могут. А ты отправляла свой фильм куда-то? Где была премьера? Премьера была на кинофестивале во Флорите. Мировая премьера, а польская премьера была на Краковском кинофестивале. А тройку верхнюю пробовала отправлять? Венеция, Канны, Берлин? В Канны, к сожалению, там по времени мы не проходим, потому что там короткометражные фильмы только до 15 минут квалифицируются.
В Венецию, возможно, еще будет отправлять Краковский кинофонд, который занимается дистрибуцией и продвижением фильма на международных фестивалях, а в Берлин не попали мы. Спасибо. Мара, спасибо большое за кино. Это было приятное откровение, и когда я смотрел эти фильмы, особенно первый, я вообще-то думал, что бы я сказал своим детям, если бы увидел, что они такое снимают. И пришел к выводу, что, наверное, я их не ругал бы, и сказал, что они очень талантливы. Поэтому очень приятно видеть талантливых людей, которые появляются в нашем кино. Но я хочу задать один вопрос. Вопрос такой. Вот когда я смотрел фильмы, в принципе, они очень понравились не тем, что с начала до конца не держат напряжение, и тем, что и в одном и во втором случае у нас благоприятная концовка. Но ощущение создавалось, что фильмы снимал человек, который полностью инкорпорирован в польское общество. Поэтому я хочу спросить, собираетесь ли вы снимать что-то о Беларуси, о стране, где вы родились? Потому что человека талантливых людей здесь не хватает. Поэтому хочу спросить у вас, если да, то вот что вы видите такое, что можно снять искренне от сердца, от души? Спасибо. Спасибо вам за ваш комментарий. Надеюсь, что моя мама и папа, которые тут сидят, не будут ругать меня за первый фильм, который они сегодня тоже видели впервые. Если говорить про кино в Беларуси, да, это моя большая мечта снять мой полнометражный дебют здесь и с белорусской главной героиней и в белорусских реалиях. А почему этого не происходит? Вы сейчас Я в процессе. Сложный переговорческий процесс. Ну да, можно так это назвать. То есть в процессе поисков партнеров есть продюсерка, которая решила заняться этим со стороны Беларуси, ну и в процессе работы над сценарием, в процессе поисков дальнейших партнеров. Но финансирование вы будете не в Беларуси искать? Я буду искать его везде. Если у кого-то есть деньги на кино, дайте их мне, пожалуйста. Еще вопросы в зале? Я еще хотел задать пару вопросов. Мне не отпускает вот главный герой. Почему все-таки его решили практически не раскрывать? То есть он появляется в первом кадре с тортом, и потом как бы про его биографию, то, что у него была жена, где он работает, непонятно, то есть он практически как белый лист. Почему решили вот именно так поступить, не раскрывать его? Это первый вопрос. Подождите, что бы поменяло то, где он работает? Возможно, рассказал о нем больше, о его характере, о его, сделал бы его портрет какой-то. Как вы думаете, где он работает? Я думаю, что он работает в офисе каком-то. Потому что очень сложно сказать. Вы, скорее всего, подбирали типажного актера, такого достаточно волевого, судя по его скулам и небритости. Но это сложно сказать, потому что это все-таки, мне кажется, задача режиссера, как-то и сценариста, кем вы выступили в фильме, все-таки его как-то представить. Поэтому тут его представить довольно сложно, я поэтому задаю этот вопрос вам, почему вы решили его характер представить именно в таком ключе, то есть какие-то подробности не указывать в сценарии, возможно, то есть никак не раскрывать. Если можно, я еще два вопроса. По поводу самой темы, тоже не пускай тему аборта и харассмента, это все-таки польские темы, как уже сказали. Как вам кажется, насколько они коррелируют с белорусским обществом, вы все-таки из Беларуси? Насколько они в нашем обществе именно представлены, как вам кажется, в первую очередь, как человека, который здесь жил, во всяком случае, какое-то время? И как вы думаете, после показа, допустим, на листопаде, какой возможен отклик у тех зрителей, которые его посмотрят? Спасибо. Отвечая на ваш вопрос по поводу того, как представляется герой, мне все-таки хотелось показать его характер в его отношениях с его дочерью.
То есть мне казалось, что какие-то факты биографические из его жизни не настолько важны для этой конкретной истории и не настолько важны для того, чтобы понимать, кто он и какой он человек. То есть мне кажется, что это был бы просто там информационный шум в этом контексте. Если говорить про тему, то польская исключительно то, как выглядит законодательство по отношению к абортам, потому что в Беларуси это законодательство выглядит иначе. Все остальное, мне кажется, совершенно не ограничивается до Польши. И в Беларуси подобных историй множество, и то, как в принципе трактуется женщина жертва насилия, женщина, которая... Женщина в принципе, да. Мне кажется, тут огромное поле для перемен. У меня вопрос. Прежде чем вопрос сказать, я бы хотел сказать комментарий. Когда я увидел оба фильма, я их чуть раньше увидел, меня определенным образом шокировала, в хорошем смысле, эстетика фильмов, вот эти все переходы там, из черного в черное. В общем, я как бы привык, что белорусское кино чуть по-другому делается, чуть более попроще, что ли. Здесь художественность, вот вся эстетика кадра, меня вот первое, что схватило. Второе, я бы хотел прокомментировать, почему именно эти два фильма мы отобрали, там же был еще третий, но мы его не поставили в программу. Мой комментарий будет такой: на самом деле, можно говорить, что это о харассменте, можно говорить, что о женщине, на самом деле это два замечательных фильма о дружбе. О том, что друзья — это такие приятные люди, пока все приятно, и когда начинаются неприятности, вот мы видим, где друзья и что они делают. В этом смысле я понимаю, что это несколько нахальная трактовка. И мне нравится, что вот вопросы там польское это кино или белорусское, я увидел вот в этой такой достаточно жесткой трактовке дружбы именно белорусское кино. Ее достаточно много авторов, достаточно бескомпромиссные по поводу самих себя и своего окружения. А вопрос у меня будет, такой, наверное, простенький. Захар Прилепин, автор текста первого фильма, личность достаточно неоднозначная, но в вашем исполнении эти милые три молодые человека, безбашенные, у вас не было каких-то там вопросов, чего это вы цитируете такого уже сейчас достаточно непопулярного в хорошем смысле автора? Вот такой. Когда я начала его цитировать, он еще не был настолько непопулярен. То есть, на самом деле, еще не было всей этой такой одиозной славы за ним. Вообще, в принципе, «Блядская история» была снята как фильм на зачет, как задание, где мы должны были снять фильм по литературному произведению. Мне хотелось взять такое литературное произведение, которое даст мне шанс на позднейший показ этого фильма, то есть на которое я смогу получить потом права. Когда я прочитала этот рассказ, что-то в нем было такое, во всем этом море водки и жути, что-то было в нем такое нежно-трогательное. И это был рассказ, в котором очень много этой трогательности происходит, а не думается и не описывается. Поэтому мне показалось, что это хорошая почва для того, чтобы сделать из этого киноадаптацию. То есть тут я читала Прилепина, когда он еще не был таким плохим. Да, был еще вопрос. Людмила Мирзаянова. Спасибо большое. У меня были высокие ожидания, Мара. Они не только оправдались, а я посмотрела два фильма, и это превзошло мои ожидания. И мои ожидания будут высокие и впредь. Что касается вашего творчества, вы очень талантливы. Вот так показать в двух короткометражных фильмах о рождении любви и перерождении ее. Это может очень мудрый человек. Вот в первом фильме столько словесной грязи, мерзких действий, таких безнравственных. И вот взгляд и улыбка. Вот потенциальная любовь
Она могла быть. Только могла. Но нет, она не родилась. Она могла. Прекрасно показано. А во втором фильме нужно достроить. Папа, дочь. Они привязаны друг к другу. Они вместе. Но вот в этой сложной жизненной ситуации происходит возрастание их любви. Вот она поднимается на высокий, более высокий уровень, когда они вместе сидят в последнем кадре. Потому что, по крайней мере, мне показалось, вот есть какая-то жизнь. Или это достроил папы своя у дочки, которую он не знает. И вот, наконец, вот она, более высокая привязанность и понимание. И мне так хочется это видеть. Вы зритель моей мечты, спасибо. И у меня вопрос к вам. Скажите, а что такое любовь для вас? Спасибо. О, можно я сниму про этот фильм? Можно я не буду словами? Здравствуйте, Сережа меня зовут. Ну, у меня сначала комментарий, я вот прям готов подискутировать по поводу... Ну, меня немножко удивила трактовка концовки второго фильма как положительный исход, потому что я вот искренне запереживал, что стало с тем молодым человеком, а не умер ли он там после всех этих побоев жестких. И вот как-то вот этот открытый финал, ну, для меня он открытый, по крайней мере, таким и остался, впечатлил. И, собственно, такой глупый, наверное, вопрос, но все же, был ли соблазн вообще еще немножко дорассказать, ну, не настолько там открытый, в моем понимании, финал оставить в этом фильме, а еще немножко показать, что и как было? Да, миллион соблазнов было. Мы отрезали от этого фильма по лишнему кусочку на каждом этапе. На этапе сценария, на этапе съемок на плане, на этапе монтажа. Постоянно пытались удалить то, без чего можно обойтись. Да. Может ли существовать какая-то еще дополнительная режиссерская версия, где будет показано ваше видение того, что стало с главным героем? Нет. Вот она была. Может быть, зрительская версия. Теперь уже у каждого. Я так понимаю, что вы уже много раз просматриваете фильм вместе со зрителями. С какими эмоциями вы его смотрите сейчас? Для вас, вас он устраивает сейчас? Или вы уже замечаете все еще вещи, которые можно было исправить, подправить, подрезать, что-то еще? Очень странным ощущением было посмотреть первый фильм, которого я не видела на большом экране, который я всего видела на большом экране несколько раз и не видела его уже несколько лет. И да, я поправила очень много вещей. В дочке тоже, конечно, видится, какие, а вот тут нужно было чуть-чуть так, а вот тут нужно было по-другому, а вот тут я бы по-другому поговорила с актером, немножко иначе сыграл. Да, ну, конечно, видите эти шаги, которые объяснялись по-другому сейчас. Как вы останавливаете себя вот в процессе монтажа и постпродакшена, чтобы это не затянулось на вечность, когда вы говорите себе: стоп, все, вот эта версия должна быть финальной? Когда осталось 3 дня на то, чтобы работал. Дедлайн все-таки. Ну да, дедлайн, но с другой стороны есть какое-то тоже такое, наверное, внутреннее ощущение, что вот это уже все. Где-то там оно появляется, что это вот та версия, которая... Ну, в постпродакшене тоже, я надеюсь, что дальше у меня тоже будет такая возможность отложить фильм на какое-то время и дать ему так вот подостыть, чтобы потом уже смотреть на него немножко с другой перспективы, потому что это всегда очень помогает. Но, в принципе, у меня нет такого стремления к тому, чтобы там доснимать, переделывать, перемонтировать, чтобы длиться в этом процессе постпродакшена вечно. Нет, у меня нет проблем с тем, чтобы когда я уже это сниму, как-то это... Если есть ресурс, возможность, если есть люди, с которыми я могу работать, мы тогда уже это заканчиваем. В Польше есть возможность показывать короткометражное кино, вот заниматься дистрибьюцией именно по Польше? Или это только фестивальные показы вот в рамках каких-то отделов? В основном это фестивальные показы, это, наверное, 90% показов короткометражек. Сейчас пытаются вводить в кинодистрибуцию так называемых студийных кинотеатров, которые показывают, скажем так, более альтернативное кино, чем мейнстрим. В этих студийных кинотеатрах в ограниченную дистрибуцию такие блоки лучших короткометражек, да, где там, например, 3 фильма по 30 минут, и их показывают в регулярной кинодистрибуции. Я надеюсь, что это будет развиваться, потому что, насколько мне известно, эти показы пользуются большой популярностью.
И следующая возможность посмотреть эти фильмы — это телевидение. Есть несколько каналов, среди которых, например, канал Плюс, HBO, которые покупают короткометражные, или там Али-Кино каналы, которые посвящены кинематографу, и которые потом просто у себя крутят эти фильмы какое-то время. Польское кино, которое снимается в Польше, оно у поляков, у польских зрителей популярно? По-разному, но последний фильм, который снял Войтек Смажовский, по-моему, за 2 недели посмотрел 3 миллиона зрителей, так что бывает популярно, да, но польское кино в большинстве своем, как и в принципе любой европейский кинематограф, снимается за счет денег киноинститута, в польском случае это Польский институт киноискусства, который дает какой-то там процент бюджета от 50 до даже 90%. Насколько мне известно, сейчас абсолютно на частные деньги снимаются только романтические комедии, которые в состоянии потом просто в прокате отбиться, и снимаются фильмы такие экшены, мафия, погони в версии Патрика Веги, но тоже с очень ограниченным бюджетом, и это абсолютно такая массовая продукция. Но примечательно то, что эту массовую продукцию именно польского происхождения зрители тоже покупают. Ще вопроси з залу? Да, з этого боку дякую велике за стужки. Мара в фільмі приємно уражена, згодна з коментарем, що такої якості не чекала. І питання тичиться ваших коментарів, що ви себе спиняли перед фільмом, а для чоловіка, який ввогуле не близький до кіно, колькі ввогуле видатковується часу, потребується часу, як зробити такі стужки, такої якості. Це перше питання. В інтерв'ю чула, що ви студентка, це студентські праці, ці скончили ви вже своє навчання, і трошечку розкажіть про ваші творчі плани наперед. Дякую. Так, я скончила навчання нарешті. Ближе 30 років таки я скончила неке навчання. Так, я тепер дипломована режисерка. Калі казаць про те, колькі часу трэба на падрыхтоўку фільмаў. Вельмі па-рознаму. Тут акурат паказаныя 2 стужкі, якія абсалютна розны ўзровень, нават па тытрах гэта бачна, розны ўзровень прадакшана быў тут заангажаваны, таму што першую стужку мы здымалі там у 3 асобы за 3 дні за $100 у кватэры сяброўкі. Другую мы прапрацоўвалі больш грунтоўна. Сцэнар пісаўся каля года. Інтэнсіўны працэс прэпрадукцыі, то бок кастынг, пошук аб'ектаў, праца над сторыбордамі і гэтак далей. Яна трывала дзесьці так 3-4 месяцы, здымкі 8 здымачных дзён. І ад моманту, калі мы скончылі здымкі, тут таксама трэба ўзяць пад увагу, што калі гэтыя кароткаметражныя стужкі ідуць на постпрадакшн у студыю, то гэта студыя выдзяляе вольны час, які яны маюць паміж камерцыйнымі праектамі. То бок таксама колеры мы рабілі цягам тыдня, монтаж трываў каля месяца, гук рабіўся, я думаю, што таксама каля 1,5 тыдняў. Але гэта было расцягнута ў часе, то бок увесь працэс постпрадакшна, здымкі мы скончылі ў ліпені, а фінальная версія фільма была зроблена, такая ўжо фінальная з кінакопій, была зроблена ў снежні. А пра вашы планы творчыя? Пра творчыя планы. Я ўжо узгадала, што пакуль што гэта хутчэй мара, чым планы. Мне вельмі хацелася зняць поўнаметражны фільм у Беларусі, поўнаметражны дэбют. Ёсць на гэта нейкая ідэя, пра якую я больш нічога не буду казаць, таму што гэта пакуль што мара. Хацелася б таксама ў гэтым працэсе, бо гэта абсалютна рэальна будзе доўгатрывалы працэс ад распрацоўкі сцэнара па пошук грошай, па препрадакшн, па пошук аб'ектаў і рэалізацыю гэтага фільма. Магчыма, атрымаецца ў гэтым часе зрэалізаваць яшчэ адзін кароткі метр, на які таксама ёсць ідэя і пішацца сцэнар. Я еще хотел задать 2 вопроса последних. Все-таки про стоимость, сколько стоил ваш второй проект, насколько он был, наверное, сложен в плане производства для вас. И второй, все-таки, опять же, возвращаясь к сценарию, у вас, получается, фильм начинается со сцены практически насилия и заканчивается сценой насилия. Как вам кажется, то есть хотелось бы услышать ваше отношение, разделяете ли вы действия главного героя, то есть вы солидарны с ним, что нужно было решать эту
проблему с помощью, в данном случае, кулаков. Спасибо. Если говорить о бюджете второго фильма, то мы снимали его за бесплатно и потратили на это 5000 евро. И так есть, потому что нет фильмов за бесплатно. За бесплатно было все, за бесплатно полностью была вся постпродукция, и цвета, и звук, и мастеринг, и все, абсолютно монтаж. Вся команда работала практически бесплатно за ставки, так называемые диета, то есть это нельзя было даже назвать зарплатой. Аппаратуру мы тоже взяли бесплатно, объекты нам практически все дали бесплатно. Поэтому, да, то есть... А на что потратили 5000? На что потратили 5000 евро? На еду. Нет, ну на что мы потратили 5000 евро? 5000 евро мы потратили на то, что нам надо было снять бус, который будет возить свет, который мы взяли за бесплатно. За некоторые объекты, например, автобус и больницу нам надо было все-таки заплатить. То есть за больницу мы заплатили примерно треть коммерческой стоимости этого объекта. Но за бесплатно нас туда просто не могли пустить, потому что если заходит кинокоманда, то потом этот весь этаж нужно дезинфицировать, это просто стоит денег. Заплатили за отель главного актера, который жил в то время в Вроцлаве и приехал на съемочный процесс в Варшаву. Заплатили за какие-то там мелочи по костюмам, заплатили за бензин, заплатили за парковку машины, которая возила аппаратуру. На что мы еще заплатили? Не знаю, на что мы тратили деньги. Ну да, еще чуть-чуть заплатили денег за мастеринг, который был, по цене 1 часа мы получили студию на день. И по второму вопросу. Ну и да, за еду еще. По второму вопросу Тараса, солидарны ли вы с... Солидарны с главным героем. Хорошо, что мне приятно, что вы заметили эту параллельность начала и конца фильма. Да? Они происходят в одном и том же месте, и это как бы обе сцены, которые в каком-то смысле связаны с насилием. Солидарно. Мне трудно сказать, как бы я поступила в этой ситуации. Да? Это невозможно себе представить. Мне кажется, что люди, которые просто вот это так теоретически говорят, может быть, не то, что врут, но эти их слова не имеют никакой ценности, никакого веса, потому что никто не знает, как он поведет себя в такой ситуации. Я не осуждаю главного героя, но я не могу его похвалить, и для меня конец этого фильма не оптимистический. То есть для меня это спираль насилия, которая накручивается, и эти герои, да, они в конце вместе, да, они близки по-новому, но это два поломанных этой ситуации человека. У нас есть возможность буквально еще на 2 вопроса, поэтому дайте знать. Добрый вечер. Наверное, сейчас будет один из них. У меня тоже вопрос про начало и конец фильма, в котором действительно 2 главных героя оказались в этой чудовищной и совершенно непонятной, неизвестной для них ситуации. Просто я заметила один момент, не уверена, не показалось ли мне, но фактически, то есть между 2 главными героями не было тактильного контакта. Он был в первой сцене и в самой последней, в кульминации, когда они все-таки немножечко сблизились для того, чтобы опять дотронуться друг для друга. Весь этот промежуток они хоть и поддерживали друг друга, было видно, насколько им тяжело и насколько им непонятно. То есть это отсутствие прикосновений между людьми, хотя, казалось бы, это какая-то реакция поддержки тоже. Это сознательный инструмент или это так получилось спонтанно? Это очень сознательный инструмент. Ура, кто-то это увидел, класс. Оператор говорил мне, что это только в моей голове, никогда в жизни никто не прочитает это. Да, это очень сознательно, они всегда вместе в кадре, но при этом всегда по противоположным сторонам этого кадра, в отличие, ладно, я уже займусь объяснятельством дальше моих каких-то там придумок, в отличие от людей системы, потому что с людьми системы, то есть со всеми остальными, с кем отец разговаривает, они очень отдельно, да, то есть у этих людей системы в принципе нет лица, практически никогда. Если это другие жертвы этого круговорота, то есть это подруга Моника и отец Куба, у которого была вечеринка, то они в принципе в разных пространствах, то есть их пространства не пересекаются, у каждого свой кадр, и каждый там сам по себе, они в такой отдельной конфронтации. Так что, да,
визуально в композиции это было сознательно придумано. В случае с отцом Кубаном вообще забор между ними. Да, забор был тоже специально там оставлен, они должны были через него обязательно разговаривать. Еще несколько вопросов. Кто? Ну, Соня Борисовна вас не видят, решительней. Вот последний ряд и девушка на 5-м. На последнем ряду был вопрос, или уже нет? Нет? Тогда вот девушка. Я последний. Если кто-то есть, то другой. Ну тогда это будет уже последний вопрос. Вернее, даже не вопрос. Мне очень сложно говорить Мара. Но я буду стараться научиться это говорить. И я абсолютно согласна с тем, что когда вот этот последний кадр, когда отец вернулся, там ситуация, по-моему, не освобождения, а наоборот большего угнетения себя, потому что выход, с одной стороны, нашел в ситуации, выплеснулся, а с другой стороны, прекрасно понимает, что где-то встал на один ряд с этим парнем и совершенно тяжело переживает вот эту вот ситуацию, потому что тот момент, о котором ты говорила, что человек-система, ожидающая системы помощи и получивший полное разочарование, пока еще не до конца осознающий это разочарование, он сделал реакцию, но сам результатом вряд ли он будет удовлетворен. И вот эта вот поддержка дочери в этот момент, они стали рядом. Это для них есть надежда куда-то двигаться, но я хотела развернуть в другую область, в другую сферу, это повернуть с точки зрения актуальности ситуации для Беларуси. Дело в том, что абсолютно права, говоря об универсальности моментов во взаимоотношении или в отношении к подобным событиям применительно к женщинам и к мужчинам. Отец продемонстрировал совершенно яркие мужские линии поведения человека, растерявшегося, столкнувшегося из любви с внутренней ситуацией женщины. Он, похоже, впервые с этим столкнулся. Реакция женщины, если бы это была мать, наверное, было бы найти любым способом, как бы избавиться и как бы тихенько это все сделать. И вот это мы можем только гадать. Но применительно к ситуации в Беларуси у нас не так давно, сейчас будете, конечно, удивляться, закончила свою работу международная миссия МАПС. Это миссия международных экспертов, которые относительно цели устойчивого развития определяли акселераторы, куда стоит вкладывать деньги. Для меня очень удивительным из этих акселераторов для достижения цели устойчивого развития был один – гендерно-равноправное общество. И вот у меня такая версия, что вот этот вот фильм как раз очень много может дать толчков для того, чтобы подумать о том, что же такое это гендерно-равноправное общество, с которым нам или в котором нам бы надо было жить. То есть здесь может быть очень серьезное основание для дискуссий, связанные с улучшением качества нашей жизни и вообще будущего Беларуси. И я хочу вернуться к тем дискуссиям, которые у нас когда-то были. Уехать учиться из Беларуси – это покинуть страну? Или уехать учиться из Беларуси – это нести изменения в страну и не уезжать из нее? И в этом смысле я вот как-то благодарна ученице от учителя. Мара, все-таки как бы вы ответили на этот вопрос? Я должна прокомментировать, Соня Борисовна, это один из нескольких людей в моей жизни, которым я, в принципе, благодарна за, не знаю, можно ли использовать слово, я благодарна за то, кем я вообще, в принципе, являюсь, за то, как я думаю и про что думаю. Уехать учиться, вот который... Да, из Беларуси можно уехать, из Беларуси никогда не уедет из тебя, так что... Так что, да. В контексте Беларуси я еще вспомнила о том, что вы говорите про гендерное равенство. В принципе, наверное, в контексте Беларуси пока это полная абстракция. Да, но мы говорим про ситуацию, в которой невозможно принять закон противодействия насилию в семье. О чем мы вообще говорим? О каком равноправии? Кто-то не хочет подписать бумагу, которая говорит, бить детей плохо. То есть, ну, тут еще до равноправия очень долго и далеко, к сожалению.
Спасибо большое всем за дискуссию. Мара, огромное спасибо вам. Я прошу не расходиться, потому что Леонид Калитени еще имеет важное замечание, продюсер проекта «Свой фильм». Можно я еще перед важным замечанием вам тоже хотела поблагодарить всех, кто пришел. Спасибо вам большое. Дякую великие за то, что пригласили меня. Уважаемые друзья, спасибо, что нашли время в этот теплый осенний вечер посетить этот киносеанс. Но я что хочу сказать. Буквально пару слов про проект «Свое кино». Мы этим, благодаря стечению обстоятельств, удалось нам заполучить вот этот фильм. Я думаю, это украшение киносезона этого года, осени 2018 года. Но «Свое кино» он как-то не первый год работает, и мы, когда готовили новый проект, мы обратили внимание, что у нас есть один зритель, который у нас постоянный. На протяжении уже 3 сезонов. Да, 3 сезонов. И мы хотели его отметить. Виктор Бойко, это к тебе. Пройди сюда, пожалуйста. И для Виктора Бойко мы приготовили небольшой сюрприз. То есть он посмотрел все фильмы, которые были в «Своем кино, кроме одного сеанса, когда он сам был на каком-то мероприятии. Это золотой билет «Своего кино». И теперь на весь сезон 2019 года, 18-19 года у тебя бесплатный вход с правом передачи. Если вы хотите посетить «Свое кино», спрашивайте. Спасибо. Но я даже, честно, я не знал даже об этом. Спасибо сегодняшнему режиссеру Маре. Просто любите белорусское кино и все. Дальше кулуары. Нам, в принципе, уже потихонечку нужно собираться, потому что через 5 минут уже начнется подготовка к следующему сеансу. Можно посидеть в лобби, поговорить, попить кофе, и можно не расходиться. Следующий киносеанс будет приблизительно через месяц, после 15 ноября. Фильм, который... Мы уже приготовили фильм, но, к сожалению, он еще в постпродакшене, и поэтому чуть попозже скажем, что это будет за фильм. Всего доброго. Спасибо всем.